Пролетая вместе с птицами на северо-восток России, мы оказываемся над огромными просторами Якутии. Еще в глубине веков люди освоили эти обширные и неуютные земли. Им пришлось выживать в самых суровых условиях. Долгими полярными зимами, в 60-градусный мороз, когда солнца не видно несколько месяцев, жарким изнуряющим летом с его белыми ночами и вездесущей мошкарой. К тому же их окружали непролазные таежные чащобы, бесчисленные реки и озера, неприступные горные хребты и безбрежная арктическая тундра. Вот что нужно было преодолеть человеку, чтобы освоиться в этих краях. Между тем, эта земля – родина коренных народов Якутии – юкагиров, эвенов, эвенков, чукчей и саха. В течение многих столетий они не только освоились в экстремальных условиях севера, но и накопили бесценный опыт жизни в северных территориях и создали свою самобытную, уникальную культуру. Они жители Республики Саха-Якутия, одного из самых крупных по территории национально-государственных образований в Российской Федерации. Путь, который прошли народы, населяющие республику, был сложным и противоречивым. Но значение происшедших событий неоценимо, как с точки зрения истории самой Якутии, так и России в целом. Хабаран тымны харян катан карактабыта, вардак тымны мускуян ухарылан вақтабыта, кыданлак тымны кыгарян быстыбаттынабыта. Ол боллагына хотун мустак муара хотун, колугурас мус хонюгор хоргоясытаммыт, ханы бирде жүхүн кубулунан, быста салганан, Timire küreyen ölülü tilden görüyorum. Köhön nihatçileri köhöte köhöp bütçe, kele nihatçileri ketehe ketes bütçe, tusta nihatçileri tohoyu bütçe. Keniler diyetak can beylerin kienin üyemen tibet ürdük solalak, ügüs ütüyünü ödüp büt, üz doydu öyünü küsep büt, ütü yörek büt yana attır, set doğan sette cibe gitterin, jes emegat gınan ispitir ingeren, iye kuputun itiyak diyeğin. Ağız soğan ağız aras albastarın alkıyanılan, apkınan salgın kopudun alıp diyeğin. Toğuz soğan toğuz uday kubul kattırın kucayanılan, bor kupudun boğatığın. Ondan anıra öttügar ayınat khan anabıla, tanka khan tankata, jılga khan jılgata, sirge tüspüt keskil bitin, kiminen teri bite, okku tüspüt onu butun tuğunan oluktabuta, ol biliyete bolu etgi nokalar. Дом. Алексей Кулаковский и первые плеяды якутской интеллигенции настойчиво добивались права на развитие Ленского края. Он завещал народу Саха через знание и образование интегрироваться с Россией и миром. В этом он видел спасение и развитие нашего народа. При этом ни они, ни их последователи, ни мы с вами никогда не ставили вопрос развития вне России. Убежден, получение права на государственность – это главное событие нашего народа в 20 веке.
Михаил Николаев. У каждого народа своя история и свой путь к обретению государственности. Предки Саха, тюрки, когда-то имели на просторах Евразии могучее государство – тюркский каганат. Возможно, поэтому у народа Саха это стремление заложено в генах. После распада тюркского государства предки якутов ушли на север и освоили эти суровые края. Они надеялись построить здесь свое государство. Еще до прихода русских казаков попытку объединить разрозненные роды предпринял хангаласский князь Тыгын-Дархан. Возможно, у него были далеко идущие планы по созданию единого государства. Но в силу объективных причин ему не удалось это осуществить. Как гласит древняя летопись, благодаря мудрой и дальновидной политике Тыгын-Дархана в 1632 году Якутия приняла добровольное данничество России, сохранив при этом территорию и традиционный образ жизни. Так началась новая страница в истории народа Саха в составе российского государства. Первые годы существования Якутии как части империи оказались сложными и далекими от тех радужных перспектив, которые представляли себе местные предводители. Якутия интересовала царскую Россию исключительно как земля, богатая пушниной и полезными ископаемыми. Жизнь простого народа, выживавшего в суровых условиях севера и к тому же обремененного уплатой неподъемных податей, никого не волновала. Тогда как заветной мечтой народа было жить достойно и иметь право на развитие. С участью же бесправных и отсталых аборигенов народ Саха не хотел мириться. Начиная с XVIII века, в разные периоды истории из Якутии в Санкт-Петербург к российскому императору уходили посланники, лучшие представители народа. Среди них был родоначальник Мазары Базеков, хангаласский князь Сафрон Сыранов, глава Барагонского улуса Алексей Аржаков и другие. Они шли, преодолевая на лошадях тысячи верст по бездорожью, испытывая холод, голод и болезни. Путь их отсчитывался не днями и даже не месяцами, а сменой времен года. Всех этих людей объединяла одна идея – поднять вопрос о предоставлении Якутии самоуправления, добиться прав и свобод для своего народа. Усилия якутских делегатов не прошли даром. В 1827 году, спустя 1,5 столетия после первых прошений, в губернии был учрежден первый представительный орган самоуправления – Якутская степная дума. Именно тогда были заложены основы якутского парламентаризма. Однако апогеем национального движения Якутии за самоопределение и самоуправление стал XX век. Первым крупным событием стало в 1905 году выступление общественно-политической организации «Союз якутов» под руководством Василия Никифорова Кюлюминура, требовавших установления гражданских и экономических прав коренных жителей Якутской области. В 1917 году политическая борьба в России завершилась Октябрьской революцией. Новая власть провозгласила равенство и суверенность народов России, их право на свободное самоопределение вплоть до отделения и образование самостоятельных государств. Якутская общественность поставила перед центральной властью вопрос об учреждении автономной республики в составе РСФСР.
во многом благодаря настойчивости и титаническим усилиям Максима Амосова, а также других представителей якутской политической элиты Платона Аюнского, Исидора Барахова, Степана Оржакова, стало возможным преодоление оппонентов и создание в 1922 году Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Провозглашение национальной автономии стало историческим событием. Впервые Якутская республика выступила как самостоятельный национально-территориальный субъект федерации, который стал мощным фактором консолидации якутского народа. Казалось бы, сбылась вековечная мечта народа о свободе и равенстве. Однако в первые же годы существования советского государства верховная власть забыла о декларированных принципах, урезав предоставленные автономиям права. Сталинская политика фактически лишила национальной автономии их права на самоуправление. Советская страна превратилась в унитарное государство, в котором сформировалась авторитарная система власти. Якутский народ по-своему отреагировал на ужесточение внутренней политики государства. В 1927 году в Якутии была создана оппозиционная партия конфедералистов. Лидер и идеолог движения Павел Ксенофонтов и его соратники выступили с требованием повысить государственный статус Якутской АССР до союзной республики и включить ее в состав СССР на договорных условиях. Однако это встретило решительное неприятие со стороны Сталина и его окружения, а само движение было жестоко подавлено. Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Были расстреляны фактически все участники движения, включая и самого Павла Ксенофонтова. Это была эпоха репрессий, когда якутский народ понес невосполнимую утрату. Была уничтожена политическая, научная и творческая элита, в том числе такие выдающиеся деятели народа Саха, как Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Гаврил Ксенофонтов и многие другие. И только в начале 90-х годов президент Якутии Михаил Николаев добился реабилитации представителей якутской интеллигенции, несправедливо осужденных во время сталинских репрессий. Историю надо читать не только глазами, а историю надо читать своим сердцем. Тогда будет она объективна, тогда она будет справедлива. Максиму Кировичу 25 лет. Когда он добился своими друзьями, единомышленниками права автономии, права автономной республики. Ибо в этом был смысл его жизни. Именно государственность дает право нации, народу развиваться. Именно они боролись за право развития республики. Представьте себе 80 лет тому назад, что представляла наша республика. В апреле 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ о восстановлении справедливости в отношении репрессированных в 20-30-е годы представителей якутского народа. Этот долгожданный акт был гражданским долгом Михаила Николаева. Сама же идея якутских конфедералистов реализовалась лишь спустя 6 десятилетий, когда Якутия приняла декларацию о суверенитете. Именно в этот исторический момент народ Саха выдвинул своего национального лидера Михаила Николаева, который стал достойным последователем своих предшественников. Благодаря его усилиям в 90-е годы республика обрела реальную государственность. Многое зависит от личности, которая волею судеб оказывается в определенный момент лидером. Какой он сделает выбор, таким в основном и будет вектор движения его народа. Тяжелейший груз ответственности. Жизнь устроена так, что много времени на выбор не дает. Наступает минута, когда надо сказать «делаем так и все». С этого мгновения ты, один только ты,
несешь ответственность за принятые решения и в значительной мере за его реализацию. Китайцы говорят: «Не желаю тебе родиться и жить во времена перемен». Михаилу Николаеву пришлось не только жить, но и быть во главе самой крупной, отдаленной и отсталой автономной республики в составе Российской Федерации. Конец 80-х, начало 90-х. Самый сложный период в истории современной России, огромной страны, прошедшей перестройку, политические и экономические реформы. Передача советской власти полностью по существу от партии народу и его высшему органу международных депутатов. Путь Михаила Николаева как политического лидера начался 25 апреля 1990 года. Он был избран председателем Верховного Совета ЯАССР. Тогда, в начале 90-х, люди впервые почувствовали, что от их усилий и воли что-то зависит, что они уже не бессловесные винтики огромной государственной машины. Между тем в стране сложилась другая политическая ситуация, которая позволила избрать в новый состав Верховного Совета ЯАССР активных, неравнодушных людей. Среди них был Михаил Николаев, уверенный, опытный, харизматичный политик. Его путь в большую политику по-своему был тернистым и трудным. Благодаря суровой жизненной школе, опыту работы на руководящих постах и умению понимать чаяния народа и отстаивать свои позиции, он очень быстро стал авторитетным и влиятельным деятелем своего времени. Когда я пришел на эту работу, у меня были сложившиеся убеждения, ясная цель, которым я остаюсь верен сейчас. Эти убеждения сформировались в течение многих десятилетий в процессе раздумий, поиска, обсуждений с друзьями, коллегами. Я пришел к выводам, которые стали основой всей моей последующей деятельности. Слово Николаеву Михаилу Ефимовичу, председателю Верховного Совета Якутии, Якутская САХА-ССР. Уважаемый Борис Николаевич, уважаемые народные депутаты, наш съезд особый. Наиболее четко эти убеждения прозвучали с трибуны Первого съезда народных депутатов РСФСР 24 мая 1990 года. Именно тогда, с центральной трибуны, Михаил Николаев открыто сказал о проблемах развития северных территорий. У нас же эта проблема решается на словах, а на деле наши северные территории остаются глубоко бесправными, ждущие милости от центра. Пришло время пересмотреть взаимоотношения центра с республиками, входящими в состав Российской Федерации. Создать такой механизм, который позволит им самим решать возрождение своей нации. Наша республика, производящая продукцию на 4 миллиарда долларов валюты, не может, вернее, не имеет права создавать своему народу условия для нормальной жизни на своей территории. Это возможно только при установлении четких, равноправных договорных отношений между республикой, как суверенным государством с одной стороны, и Российской Федерацией Союза СССР с другой стороны. В своем выступлении Николаев также заявил о том, что республика способна обеспечивать свои нужды самостоятельно. Ведь на территории Якутии добывалось 100% всех алмазов. Работало и крупнейшее в стране производственное объединение «Якутзолото». А якутский уголь уже тогда, в советские времена, уходил на экспорт. Успешно развивался и депутатский ГОК, добывающий олово. Якутская земля была богата своими кладовыми, но никогда эти богатства не приносили пользы людям, живущим на этой земле. Якутия по всем показателям уровня жизни людей была самой отсталой среди союзных и автономных республик СССР. 4 сентября 1990 года, во время первой встречи с председателем Верховного Совета РСФСР Борисом Ельциным, Михаил Николаев получил полную поддержку своей позиции о государственном суверенитете Якутии. Во многом совпали их взгляды и на будущее России. И Ельцин, и Николаев были убеждены в одном.
Россия сможет возродиться, давая больше простора для самостоятельного развития своих субъектов. Оба лидера исходили из Конституции РСФСР, где с самого начала было прописано право на самоопределение и равенство народов. 27 сентября 1990 года Верховный Совет ЯАССР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. С этого момента республика провозглашалась равноправным субъектом Российской Федерации. Теперь Якутская республика обладала всей полнотой государственной власти, за исключением полномочий, передаваемых по договору в ведение центральной власти. Все природные ресурсы объявлялись исключительной собственностью республики. Так, с принятием Декларации о государственном суверенитете народ Саха впервые почувствовал себя полноправным жителем великой страны, хозяином на своей земле. Наше понимание суверенитета было позитивным. Мы стремились политикой опоры на собственные силы ослабить разрушительные процессы, охватившие все сферы жизни России. Между тем, процесс распада советской системы неуклонно приближался к своей завершающей фазе. Состоялся 28-й съезд КПСС, решение которого фактически заложили основу для самороспуска коммунистической партии. Заняв новую должность президента СССР, Горбачев искал пути выхода из кризиса и сохранения целостности страны. Под его председательством началась работа по разработке и заключению нового союзного договора. Николаев, 897 округ. Так, наши делегации единогласно. Инициативу Николаева об участии автономных республик в союзном договоре как равных субъектов соглашения поддержали все региональные руководители. Горбачев с трудом пошел на эти уступки и после дважды менял свое решение. Подписание окончательного варианта этого документа с участием автономий было назначено на 20 августа 1991 года. Дамы и господа, начинаем пресс-конференцию исполняющего обязанности президента СССР Геннадия Ивановича Янаева. Однако 19 августа наиболее консервативная часть партийной верхушки, желая сохранить прежнюю политическую систему, предприняла попытку государственного переворота. На улицах Москвы появились бронетранспортеры и машины с солдатами. Страна застыла в ожидании гражданской войны. Если бы августовские события касались лично меня как гражданина, то не могло быть сомнений. Антиконституционные действия ГКЧП отвергал решительно. Но я не только гражданин, я руководитель республики, за которую несу ответственность, и поэтому уже не волен руководствоваться только чувствами гражданина. Так что вопрос, кого поддержать, вставал. Точнее, вставал вопрос, как не навредить республике. В эти дни Президиум Верховного Совета Якутии принял обращение к гражданам республики сохранять выдержку и спокойствие, соблюдать Конституцию. От своего имени Николаев направил телеграмму Ельцину о поддержке его позиции. Лидер крупного региона поддержал руководство России, за ним последовали и другие республики. Августовский путч провалился, но церемония подписания союзного договора была сорвана. ГКЧП ускорил процесс развала страны. Союзный договор никого уже не интересовал. Советский Союз рассыпался как карточный домик. Страна вошла в полосу полной неуправляемости и неразберихи. Для Николаева наступили сложные дни испытаний. Необходимо было решать вопросы подготовки республики к предстоящей суровой зиме, ведь для Якутии это вопрос жизни. А тут никакой ясности, как будет финансироваться Якутия, из каких источников. Находясь в агонии, союзные власти фактически бросили регионы на произвол судьбы.
Республика оказалась на грани катастрофы, когда холод и голод могли стать страшной реальностью. В этих условиях Якутия совершает беспрецедентный по своей смелости шаг. 5 сентября 1991 года в Москву в адрес президента РСФСР Бориса Ельцина от имени правительства Якутии направляется телеграмма, сообщающая о прекращении отгрузки алмазов и золота в Минфин и Гохран СССР. Этот выбор был для меня одним из самых сложных. Решиться было тяжело. Долго раздумывал, взвешивал, рассчитывал возможные последствия. Приняв окончательное решение, уже не колебался. Этим своим шагом Николаев поставил последнюю точку в долгой истории несправедливости в отношении Якутии со стороны партийно-советской системы. Отныне республика перестала быть бесправным сырьевым придатком. Ельцин, понимая справедливость заявленных регионом исконных прав, поддерживает стремление народа Якутии. Я думаю, что вообще главная помощь – это кое в чем дать больше самостоятельности. Это главная помощь, знаете. 11 декабря 1991 года президент России издает указ о полномочиях Якутской Саха ССР в распоряжении природными ресурсами республики. Республика получает право на 20% добываемых ювелирных алмазов и 10% золота. А 20 декабря 1991 года в Якутии проходят всенародные выборы президента, на которых победу одерживает Михаил Николаев. 76% населения республики отдают ему свои голоса, тем самым показав, что одобряют предложенный им политический курс. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Якутской Саха Советской Социалистической Республики, соблюдать Конституцию. С тех пор прошло 16 лет, наполненных яркими и значимыми событиями в жизни и деятельности Михаила Николаева. Дважды он избирался на должность президента Якутии, и оба раза убедительным большинством голосов. Заключим договор между обществом и властью, в основу которой ляжет, конечно, эта программа созидания, программа работы. И мы впервые сделаем государственной программой рост благосостояния народа. Вот весь смысл моей жизни, моей работы в предстоящий период. 10 лет президентства и укрепления государственности. 10 лет созидательного и напряженного труда. Сегодня Якутии не узнать. Россия по праву может гордиться трудом северян. В условиях обновления всей нашей жизни, в условиях свободы и творчества, народы Якутии смогли сделать больше, чем за целые десятилетия прежней жизни. Если вспомнить социально-экономическое положение Якутской АССР начала 90-х, то новому руководителю досталось незавидное наследство с массой нерешенных проблем. С одной стороны, богатый по сырьевым ресурсам регион, с другой стороны, отсталый субъект с грузом бытовых и социальных проблем. К тому же для осуществления задуманного надо было в первую очередь изменить психологию людей, их отношение к своей малой родине, к своим корням. Изжить в себе раба, изжить в себе синдром провинции и включиться в строительство нового общества. Ведь в течение 70 лет
люди жили под давлением коммунистической идеологии и ложных социальных ценностей. И перестроиться на другие жизненные ориентиры было не так-то просто. Общество начала 90-х объективно нуждалось не только в новых конструктивных идеях, но и в решительных действиях со стороны своего избранного президента. Вся беда Севера в том, что принимаемые решения не выполняются. Вот это здесь корень. Мы должны уважать все российские территории. Но я должен сказать, сегодня Север находится в самом унизительном положении. В самом унизительном положении. Все разрушено там. С болью сердца я сегодня повторяю это. И то, что вот различные команды выезжают на север, когда уже там все на нет сведено, это не украшает в целом Российской Федерации, в целом России. Михаил Николаев принял этот вызов времени и вместе со своей командой защитил интересы северян и предложил обществу новые идеи и направления, которые отвечали требованиям времени. А для того, чтобы реализовать эти идеи, необходимо было до конца отстаивать принятый республикой суверенитет и прежде всего добиться экономической самостоятельности Якутии. После долгих переговорных процессов, разногласий и споров с центром, в марте 1992 года были подписаны Федеративный договор и Соглашение о взаимоотношениях между правительствами Российской Федерации и Республики Саха-Якутия по экономическим вопросам. Республика получила право на использование алмазов, драгоценных камней и металлов для производства ювелирных изделий, а также на формирование валютного фонда и согласованную внешнеэкономическую деятельность. Вслед за этим руководству республики удалось добиться нового статуса для алмазодобывающей компании. Так, в феврале 1992 года указом президента России была создана акционерная компания «Алмазы России Саха». И республика получила возможность принимать непосредственное участие в управлении крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире. С первых лет работы компании республика стала развивать собственную алмазогранильную отрасль, которая далась с немалыми трудностями. Вопреки пессимистическим прогнозам, уже в 2001 году алмазогранильные предприятия произвели бриллиантов на сумму $175 миллионов США. В эти годы также наращивается производство в ювелирном, угольном, лесном и деревообрабатывающем производствах. Внедряется новая технология строительства и лесопереработки. При этом был взят ориентир на развитие экспорта, на создание внутреннего рынка товаров и услуг. Разработаны планы по вводу в действие перспективных нефтегазовых месторождений и создана национальная компания «Саха-нефтегаз». Все эти принятые меры в будущем должны были вывести республику из кризиса. В переходный период в тяжелой ситуации оказалось сельское хозяйство. Развитие этой отрасли в Якутии сопряжено с климатическими условиями севера. К тому же развал экономики по стране сильно пошатнул устои сельской экономики. Люди на местах не были готовы к рыночным отношениям. И правительству республики пришлось не только вкладывать серьезные средства в эту отрасль, но и проводить большую разъяснительную работу среди сельского населения. Были разработаны и приняты программы по развитию сельхозотрасли республики, а также внесены конструктивные предложения в федеральное министерство для привлечения внимания Центра к проблемам северян. В новых условиях необходимо было стимулировать все формы производства сельхозпродукции,
от личных подворий и приусадебных хозяйств до агропредприятий. Практически в каждом районе были внедрены новые технологии по переработке сельхозпродукции из собственного сырья, что способствовало развитию индивидуальных хозяйств. Одновременно руководство республики стремилось всячески обустроить жизнь селян. Именно в этот период началась программа по плановой газификации сельской местности. Для решения вопроса по обеспечению водой засушливых районов республики Николаев инициировал строительство магистрального водовода по территории 3 улусов, благодаря которому люди вернулись в свои заброшенные родовые угодья, создав на новых местах фермерские хозяйства и личные подворья. С целью распространения передового опыта в этой сфере и стимуляции развития сельхозпроизводства ежегодно стали проводить ярмарки достижений и техники. Ahlık produksiyetinin oru valayda kengabet. Onu tümü oruqa ikenen yarmarka jonga sergaga oloq saydi takanlık solunan paritin cenkati koddurar yenet yakınada. Yıl ekonomikata saydita bege гитар политика Канада. Руководству республики удалось создать благоприятные условия для жизни и труда сельских жителей, для того, чтобы люди осознали себя хозяевами на земле и стали проявлять больше инициативы по созданию семейной экономики. Другим сложным вопросом начала 90-х был вопрос жилья. В те годы Якутия по среднему уровню обеспечения жильем значительно отставала от среднероссийских показателей. Для решения этой проблемы в 1993 году была принята государственная целевая программа «Жилище». Молодым семьям были предложены льготные ссуды и безвозмездные субсидии. А для работников бюджетной сферы была реализована инновационная схема строительства жилья. Эти меры принесли свои плоды. Уже в 1995 году Якутия вышла на первое место в России по вводу жилья. Благодаря продуманной экономической стратегии Михаилу Николаеву удалось успешно решить социальную политику. В эти годы было принято более 10 целевых программ, ставших прообразом приоритетных федеральных национальных проектов, реализуемых в России сегодня. В республике как никогда было развернуто строительство объектов социального назначения. Только за первый президентский срок Николаева было построено 105 школ, 87 медицинских учреждений и множество других жизненно важных объектов. Это несравнимо больше, чем за все годы советской власти. Хотя были и противники такой политики, считающие эти действия излишней тратой бюджетных средств. Однако глубокое убеждение президента Николаева было в том, что развитие отдельно взятой личности и семьи способствует развитию целого общества. Опережая многие федеральные реформы еще в переходный период, руководство республики разработало специальные программы для малоимущих слоев населения. Цель у Михаила Николаева была одна – защитить людей от надвигающихся социальных катаклизмов. В 1993 году по указу президента Якутии был создан Департамент пенсионной службы. Это была принципиально новая структура, которая взяла в свои руки всю систему пенсионного обеспечения населения. Это позволило отказаться от старой схемы пенсионных выплат и вместо нее внедрить систему, основанную на личных страховых накоплениях каждого жителя республики. Согласно новым нормативным актам, размер пенсии в республике был установлен выше общей федеральной нормы.
Пенсионная реформа в Якутии положительно сказалась на каждом пенсионере республики. Так, например, пенсионный возраст многодетных матерей был снижен до 45 лет и значительно увеличен размер их пенсий. Неработающие пенсионеры получили право пользоваться бесплатным проездом к месту отдыха в любую точку России. Для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла были положены 2 пенсии. Кроме того, из бюджета республики покрывались все расходы на коммунальные услуги и жилплощадь. По оценкам ученых и специалистов, в 90-е годы ни в одном регионе Российской Федерации не было такого объема материальной помощи и льгот, как в республике Саха-Якутия. Обеспечение достойной жизни пенсионеров, инвалидов и малоимущих стало главным критерием социальной ответственности республиканской власти и лично президента Николаева. Еще одна благородная инициатива Николаева того времени – это учреждение Дня поклонения матери, ставшего одним из почитаемых праздников в Якутии. Идея празднования Дня матери у нас давно зародилась. И она зародилась еще, когда мы готовили Декларацию о государственном суверенитете республики. Я тогда вынашивал идею, что самым стабилизирующим, самым объединяющим у нас должна быть мать. Будучи руководителем республики, Михаил Николаев оказал огромную помощь Русской Православной Церкви. Именно в этот период в Якутии была возрождена православная епархия. Начался процесс возврата и реставрации церквей. Двери храмов вновь открылись для прихожан. Патриарх всея Руси Алексей II, посещая Якутию в 1999 году, выразил глубокую благодарность президенту Николаеву и, признавая его вклад в дело возрождения православия в Якутии, наградил высшим орденом Православного Синода России. Тесные контакты двух лидеров в области духовного обновления общества продолжаются и сегодня. В 90-е годы Якутия, как и вся Россия, переживала сложный демографический кризис. Для президента республики решение этой проблемы стало приоритетным с первых дней его деятельности. Тогда, по инициативе Михаила Николаева, Якутия одним из первых среди регионов России начала движение за здоровый образ жизни, получившее широкую популярность среди населения. Здоровый образ жизни в широком понимании – это прежде всего народная философия выживания. Эта философия не упала с неба в готовом виде. Ее выстрадали народы в их многовековой жизни в экстремальных условиях. Лишь немногие прошли через холод, голод, болезни, стихийные бедствия. Я думаю, что не имеющий аналога опыт выживания в экстремальных условиях является одним из впечатляющих вкладов народов Арктики и Севера в планетарную цивилизацию. И он полностью будет востребован в 3-м тысячелетии. Позитивный опыт Якутии переняли и в других регионах России. Именно в этот период на новый уровень поднимается медицина Якутии. В республике строятся современные центры диагностики и центр материнства и детства, новые поликлиники и больницы, оснащенные современной аппаратурой, отвечающей новейшим технологиям. Десятки тысяч якутян прошли лечение и получили своевременную медицинскую помощь. С развитием физкультуры и спорта в республике активно строятся стадионы и спортзалы. Проводится год детства и детского спорта, различные спартакиады и чемпионаты. Но самым знаменательным событием становятся международные спортивные игры «Дети Азии». Дорогие участники игр, я рад отметить, что на рубеже веков сегодня рождается планете новое детское олимпийское движение, которое, я верю, станет доброй традицией и будет сплачивать молодежь планеты
во имя мира на земле, во имя дружбы и взаимопонимания. В 2008 году под патронатом Международного олимпийского комитета пройдут уже 4-е подобные игры, в которых, по предварительным подсчетам, должны принять участие 35 стран мира и более 50 регионов России. Интересно то, что Якутия, одна из первых в России, дала старт массовому народному движению 2000 добрых дел к 2000 году. Масштабы проделанного за счет движения впечатляют. Только за 2 года методом народной стройки были возведены 243 школы, 21 детский сад, 75 спортивных залов и культурно-спортивных комплексов. Возродилось движение меценатства и попечительства. В этом всеобщем порыве вновь возродилась народная традиция взаимовыручки и поддержки, заложенная многими поколениями народа Саха. В начале 90-х, когда коммунистическая идеология ушла в небытие, необходимо было дать новые направления для развития подрастающего поколения. В этой ситуации Михаил Николаев сделал ставку на возрождение национальных духовных ценностей, накопленных народом веками, на приобщение к мировой культуре и, прежде всего, на создание таких условий для молодежи, как свобода самореализации через образование. Чтобы провести реформы в этой сфере, необходимо было полностью сменить и переосмыслить прежнюю систему обучения. Михаил Николаев поставил задачу разработки новых подходов обучения и подготовки кадров новой формации, обладающих широкими знаниями, компьютерной грамотностью, знанием иностранных языков. Каким будет 21 век, это будет зависеть от наших детей. Что мы заложим нашим детям, такими будет мир 21 века. Но я глубоко убежден, что 21 век – это будет век непрерывности в образовании, с рождения и до глубокой старости. Это будет век образовательный на основе широкой и богатой информационной системы. Это будет век высочайшей производительности труда на основе высоких технологий. Все началось с принятия в 1991 году концепции обновления и развития национальных школ. Суть этой концепции сводится к сочетанию народной педагогики и духовных начал народа с методами современной педагогики. За несколько лет была проделана колоссальная работа по преобразованию школьной и вузовской системы. Стали формироваться авторские школы, лицеи и гимназии нового типа. Заработали президентские школы, программа «100 аспирантов», вузовские колледжи. Серьезное внимание уделяется оснащению школ компьютерной техникой и новыми технологиями. Учителя и школьники активно включились во всероссийское движение «Шаг в будущее», что дало возможность ученикам уже в школах заниматься научными и творческими программами. Указом президента Николаева был открыт физико-математический форум «Ленский край», деятельность которого направлена на поиск и развитие детей, проявляющих способность к точным наукам. Результаты работы форума налицо.
Школьники, проходившие подготовку и учебу в форуме, занимают первые места на всероссийских олимпиадах. Особую благодарность родителей и учащихся президент заслужил за создание департамента по подготовке кадров. Подобного учреждения нет ни в одном регионе России. Это государственный орган, который занимается высшим и послевузовским образованием якутян за пределами республики, оплачивая их обучение, проживание и проезд за счет республиканского бюджета. Ежегодно по линии департамента по подготовке кадров более 4000 якутян обучаются престижным профессиям, востребованным как в Якутии, так и в России. Все эти годы интеллектуальный потенциал республики укреплялся за счет развития науки и поддержки научных работников. При поддержке президента Николаева стало возможным создание Академии наук республики и новых научно-исследовательских институтов по актуальным направлениям. За эти годы число докторов наук достигло более 300 человек, а кандидатов – 1070 человек. Происходившие в республике преобразования и созданные для этого условия дали толчок развитию культуры и профессионального искусства и в целом возрождении духовности. В тот момент, когда в других регионах России из-за всеобщего экономического кризиса закрывались учреждения культуры, а десятки тысяч деятелей искусства и культуры теряли работу, в Якутии выходят на новый уровень развития все направления профессионального искусства. Русский драматический и Саха-театр имени Оюнского получают статус академических и становятся лауреатами и дипломантами многих фестивалей. Открываются новые театры, развиваются и другие сферы искусства, такие как национальный цирк и кинематограф Якутии. Жизнь народа немыслима без его стержня, духовности. Это оплот, удерживающий его от поглощения, самоуничтожения и морального падения. Это всепобеждающий дух, в критические периоды указывающий путь к спасению. Мы все более осознаем, что духовный мир – это созидательная, динамичная сила. В 1993 году Михаил Николаев поддержал идеи по созданию в республике высшей школы музыки и хореографического училища. Выпускники этих учебных заведений сегодня – признанные профессионалы не только в России, но и в мире. Осознавая необходимость поддержки социально-культурных инициатив, Михаил Николаев учреждает Национальный фонд возрождения «Бархары». Одной из главных задач фонда является выявление одаренных детей, воспитание и обучение в условиях, способствующих развитию их таланта. Мы создаем систему помощи государства для эффективной самореализации человека. Мы инвестируем прежде всего в человека, будучи убеждены в том, что он не только найдет свое место в жизни, но и многократно возвратит долг обществу. Еще один важный шаг, предпринятый Николаевым в годы президентства, это продуманная политика в области охраны природы. В годы советской власти вопросам экологии не уделяли внимания. На первый план всегда выходили только производственные показатели. Никто не задумывался о том, что достигались они путем нанесения непоправимого вреда окружающей среде. Якутия стала первым и единственным субъектом среди регионов России, разработавшей в начале 90-х годов государственную экологическую политику республики. Ввиду отсутствия российского экологического опыта была заимствована международная практика, установлены связи с ведущими природоохранными организациями и сотрудничество по конкретным проектам.
В республике начинается работа по восстановлению исчезающих видов рыб, животных и птиц. На долю республики Саха приходится свыше 30% нетронутой хозяйственной деятельностью природы России или более 10% нетронутой природы всего мира. В этом плане территория Якутии признана одной из самых важных природных зон. Исходя из этого, Николаевым принимается решение о создании особо охраняемых природных территорий, системы священных прекрасных земель, национальные природные парки, ресурсные резерваты, охраняемые ландшафты и памятники природы. И в первую очередь, конечно, я бы просил президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева оказать нам честь, получив этот сертификат. На одной из своих встреч с творческой интеллигенцией президент Николаев сказал: «Мы создаем сеть Итык-Каре-Сердер особо охраняемых природных территорий, общая площадь которых будет равна 1/5 части территории республики Саха-Якутия. Мы это оставляем в первозданном виде будущим поколениям. Это дар нашего поколения 21 веку. Суверенитет внес еще один существенный вклад в статус республики – выход на международную арену. В этот период республика впервые в своей истории активно устанавливает деловые контакты со многими странами мира. Якутия позиционировала себя как форпост российского государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 21 век Якутия входит как полноправный член мирового сообщества. Якутия в подлинном смысле слова прорубила окно во внешний мир, установив сотрудничество со многими зарубежными странами. Когда мы активно участвуем в мировых делах, и весь земной шар становится ареной нашей деятельности, исчезает понятие окраины. Осознание себя естественной частью человечества, а не противоставление ему, есть главные условия для развития народа Саха, его благополучия в будущем. Осознавая специфику Крайнего Севера, проблемы жителей всего арктического региона, Михаил Николаев уже тогда ищет новые пути решения этих проблем на международной арене. Поэтому именно в 90-е годы Якутия сыграла активную роль в становлении международной неправительственной организации «Северный форум». Участвует в работе межправительственной организации «Арктический совет». Цель этих инициатив – привлечение внимания всего мирового сообщества к животрепещущим проблемам Арктики. Благодаря такой политике сегодня республику Саха-Якутия знают во многих уголках мира. Она достойно представлена на международной арене и приобрела позитивный имидж в деловых кругах мира. Республика Саха – это один из тех регионов, где царит национальное согласие и стабильность в обществе. И в этом также есть вклад первого президента, поскольку Михаил Николаев – инициатор создания Ассамблеи народов как в Якутии, так и в России. Сегодня Михаил Николаев занимает пост заместителя председателя Совета Федерации России. Круг его деятельности не ограничивается должностными обязанностями и охватывает широкий спектр актуальных вопросов. Рабочий график Михаила Николаева насыщен до предела. Работа в Совете Федерации,
деловые поездки по регионам и за рубеж, встречи с разными людьми, с коллективами, подготовка законодательных актов. При этом он активно участвует в общественном движении, привлекая единомышленников к своим идеям, направленным на решение жизненно важных вопросов для всех россиян. Указом президента Российской Федерации за большой выдающийся вклад в развитие российской государственности и социально-экономическое развитие республики награжден орден за заслуги перед Отечеством второй степени Николаев Михаил Ефимович, президент Республики Саха, Якутия. Я искренне тронут, Владимир Владимирович, вашим вниманием и от чистого сердца благодарю за высокую оценку труда руководителей нашей республики, в частности, меня. Возможно, через какое-то время этот период развития республики назовут периодом возрождения Якутии. За весь исторический промежуток существования народа Саха и других народов Северного края еще не было такого подъема национального самосознания. 10 лет президентства Николаева стали для многонационального народа Якутии сродни целой эпохи, по масштабам проделанного, по сути и содержанию достигнутого. Народ поверил в свои силы, поверил в идею экономического, социального и духовного возрождения и шагнул значительно вперед в своем развитии. Начиная укрепление власти республики, я считал, что государственность – это законное право сохранять и рачительно использовать свои богатства, беречь и лелеять свою культуру, духовность, гарантировать мир и согласие всем, кто живет в этом суровом, но прекрасном крае. Летит Земля планетой голубою, спрессовывая время все сильнее. Вот 10 лет остались за спиной. Окажется, как будто 10 дней. Окажется, совсем-совсем недавно вы шли по залу в самый первый раз, и клятва та над книгой самой главной была из президентских фраз. Поднявшись на развалинах Союза, блеснув надежды трепетным лучом, вы в трудный миг не побоялись груза и под него подставили плечо. Вы в трудный час не убоялись доли, не пожалели сердца и души. Порой один, как рыцарь в чистом поле, выбрали непростые рубежи. Мы строили республику и веру, духовность поднимали в высоту, и вы всегда во многом были первым, борясь за нашу каждую мечту. Открыв дорогу красоте и силе, давая пищу духу и уму, вы нас в семью единую сплотили. И знаем мы, в грядущем потому останетесь вы в ярком ореоле своих проблем, смятений и побед. Вы были первым в самой трудной школе, и всем другим идти за вами вслед. Пусть после вас останутся сиять духовный храм и светлый храм науки. Лицом к лицу лица не увидать, зато его увидят наши внуки. Пусть время дальше по орбите мчится, но мы его задержим на момент, чтобы от нас, от всех, вам поклониться. Наш первый всенародный президент.